Сегодня вылетаю в Владивосток перегонять машину. Нахожусь в аэропорту. Время 12 ночи. Первый час. Вылет в час 10. И буду вам рассказывать, как мы там будем в Владивостоке, как будем ехать обратно. Прибыл в город Владивосток. Время 5 часов 30 минут. Вот он. Так выглядит аэропорт Владивостока. Жду такси. Сегодня мы проснулись в городе Артем. Утро. Че, расскажи, папа, какой у нас план на день? Сейчас поедем во Владивосток, а потом в Уссурийск. Вот она, рядом с домом автостоянка, а в этом доме мы ночуем. А вот так. Это что, Иста или что это? Это Сиашер. Новый, да? Новый, да. Похож на жука, оказывается. Вот. Привет. 17-го года. Крутая. И вот мы прибыли на зеленый угол. Знаменитый авторынок Владивостока. Известный по всему миру, да? Самый большой в России, наверное, да? На Дальнем Востоке. Огромный. Вот он, вид сверху на рынок. Вот так вот начинается. Вон там. Вот здесь, вот здесь. И туда. Идет еще внизу, там куча рядов. Ну и здесь сверху тоже. Сюда поднялись на самый верх. Тут тоже вот куча машин. Вон папа ходит, смотрит, выбирает. Никого нет. Отсюда нам вокзал, потом оттуда. А сколько час? До Уссурийска едут такие маленькие автобусы тоже. Мы сейчас в Артеме находимся, где-то час езды. Вот такие вот билеты. 555 рейс, цена 385 рублей. Вот автовокзал. Вот большой автобус, это до Владивостока. Приехали в Уссурийск, и вот он, авторынок начинается здесь. Так, сегодня будем, наверное, второй день тут. Сегодня погода, кстати, получше, да? Тепло, хорошо. Круто. Мне кажется, совсем маленький стал. А раньше вообще огромный был, сейчас маленький. По сравнению с зеленым углом совсем маленький. Город Уссурийск. На большом авторынке
Уссурийска ничего нет. И вот приехали на маленький частный. Вот так вот он выглядит тут. Тоже каждый день привозят, продают, покупают. Разные машины тут стоят. Вот приусы стоят. Kia Share, еще один. Ну и там тоже. Какие-то уже проданные и готовятся к отправке автовозами, их отправляют туда-сюда. А мы пока ждем новый автовоз и надеемся, что там наша машина будет, которая нам подойдет по всем параметрам. Вот так пока ходим, думаем, ждем. Вот здесь у нас железнодорожный вокзал Уссурийск. Вот в этой кафешке покушали. Сейчас поедем дальше. Мы на центральной площади города Уссурийск. Вот он. Че, первая машина есть? Да. Наконец-то. Вид 2017 год. Приехали на шиномонтаж. Меняли колеса, поставили литье. 14 зимняя резина. Вот, летние колеса. Ну да. Красивший. Подготовка авто. Все обклеили, зажали. Здесь вот такими вот канцелярскими зажимами. Тут скотч, там изолента. Гостиница «Маяк» в Уссурийске. Вот так вот она выглядит. 2 кровати, телевизор, чайник, холодильник. Здесь прихожка и маленький уголок, шкаф, графин, чай, кондиционер есть. Такие вот окна, которые плохо открываются. И вот отсюда такой не оченьский вид открывается. А там улица уже центральная. Вон собачка. Вот так выглядит гостиница. Кирпичное здание, 3-этажное, с частной парковкой, закрытой, охраняемой. И вот тут оставляют машины. И вот наша машина. Наша тачка. Амурский залив. Едем через Амурский залив по мосту знаменитому, который был построен к саммиту Большой Восьмерки, да, или что там было? Это не самый большой. Большой-то там на острове Русском. И вот мы едем вот так. Владивосток уже. Так, мы там уже больше были. Все, выехали из Уссурийска. Сегодня начинается дорога домой. Впереди вот едет папа в черном битсе, я на белом. 642 километра до Хабаровска у нас. Прямо сейчас мы расскажем вам про 10-й лунный день, который стартует уже.
города Спасск Дальний. Проезжаем. Небольшой городок. Впереди едет папа. Я за ним. Ну вот. Проезжаем в город. Закусочная ласточка. Кушать будем, ужинать. Покушали, поужинали и едем дальше. Время у нас 7 часов. Я думаю, что до 11, до 12, наверное, будем ехать. Уже привал и спать. Дорога у нас хорошая. Машин вроде немного. Нормально едем. Приехали к источнику Нарзан. Сейчас будем набирать здесь минеральную воду чистую. Че, налила? Едем. Все. Спасибо. Вот она, чистая вода. Что тут написано? Лечебное применение. Гастриты. Нормально, пониженный секретарь. Печени, от почки, мочевыводящих путей. Ну, что-то подходящее есть. Время 9:30 вечера. Мы приехали в Лучегорск. Скоро здесь остановимся на ночевку. Первый день пути заканчивается. Время уже почти 10. Время 7 утра, даже чуть пораньше, без 15:07. Уже проснулись. И сейчас собираемся дальше в путь. Вот машины стоят. Там маленький типа хостел, раскладушки. Переночевали там. И сейчас будем целый день ехать до вечера. Даже не позавтракали. Кафешка открывается через 15 минут, поэтому пока будем ехать и уже там попозже покушаем. Здесь вот многие останавливаются, дальнобойщики, тоже переночевать. Все, выехали. 246 километров до Хабаровска осталось. Сейчас скоро на заправку заедем. У меня передний привод, у папы 4 ВД, поэтому у меня еще полбака осталось, а у папы уже почти закончится, поэтому сейчас будет заправляться, а я пока... Приехали в Хабаровск. Время у нас 10 почти. Вот тебя сфотай. Едем по славному городу Хабаровск. Чуть не остановился-то. Я же сзади еду, да. Ну вот, город такой. Я не знаю, мы где, в центре или на окраине где-то едем. Вот какие-то торговые центры большие есть. Горизонт торгово-развлекательный. Там вот какие-то административные здания, может школы или что-то. Ну, большая, правда, нет. Институт Хабаровский, полиграфический, что ли, какой-то институт. Такой город. Ну, движение, по-моему, почти как в Якутске, особо такого нету напряга. В Владивостоке, например, там больше всяких мостов, развилок и так далее. Здесь попроще. Напоминает Якутск. Здания тоже вот дома такие вот малоэтажные. Здесь что-то находится, не знаю. Похоже на Якутск, как мне кажется.
Хабаровска. Мы ее пересекаем. Вот он, Амур. Мост через реку, о котором мы все с вами мечтаем. Может, когда-нибудь дождемся. Вот так вот. Представьте, будем ехать через Лену. Спокойно, без очередей, без драк. В любое время года. Зимой и летом. Приехали в кафе Раздольное. Доезжая до Биробиджана немножко. Сейчас небольшое ТО, проверка масла. Посмотрим. Нормально. Да? Полно. Нормалек. И цвет нормальный. Здесь немножко оторвалось. Чё? Чё там? Ничего, нормально. Это как должно сидеть. Ну вот она же это. Да, вот так. Оно туда не заходит, потому что мешается. Видно. А может с этой стороны так? То есть это, вот с этой вот это мешает. А оно вот так должно быть. Поход, вот так. И вот на территории тут у нас Russian beer. Bear. Я Нюра написано. Значит, медведица. Юра. Юрка. Девочка. На. Это кушает она. Яблоки или что-то у нее там. Сладкое, наверное. Ей не до хлеба. Одинокая медведица. А, она консерву выжимает. Вот. Походу есть сгущенку дали, она ее выдавливает вот и кушает. Вареная сгущенка. Да. Юра, на котлетку. Котлетку возьми. Юра. О, хлеб, который я дал съел. На, Юрка. Все. До свидули. Вот. В Амурской области уже жгут траву. Здесь полным ходом весна, уже снегом не пахнет. Вот он. А у нас, как я знаю, минус 30-40 градусов. Что едем опять в зиму. Из лета почти. Здесь уже сожгли, по-моему, черное все. А вот мы подъезжаем к знаменитой стелле Москва-Владивосток. Наверное, здесь все перегонщики и не только останавливаются, фотографируются. Вот она, знаменитая стелла. Вот наши машины. Вот мы продолжаем наш путь. Едем на
часах у нас 3 часа дня. Погода теплая, но ветреная. Ну, нормально, вот туда в кофте можно ходить. Спокойно. Вот проезжаем пост на Амурской области. Пост ГАИ. Но нас не остановили. Нам повезло. Ну, хотя у нас с документами это все нормально. Все в порядке. Бояться нам нечего. Едем дальше. Следующий у нас пункт это Белогорск. Остановились, поменяли колеса на вот этом белом, поставили литье, новая резина, жирная, и уже на литье сразу лучше, конечно, стало смотреться. Время 11 ночи, второй наш день в пути подходит к концу. Мы остановились на территории вот этой заправки. И здесь будем ночевать. Мы почти доехали до Талдана. 2 километра осталось. Доброе утро. Начинается новый день. Третий день нашего пути. Время 6 утра. Сегодня спали в машине. Да, было не очень комфортно, конечно. Не лучшая ночь, но здесь уже выбирать не приходится, поэтому едем дальше. Наверное, немножко разлетелись. Сейчас двигаемся в сторону Большого Невера. Там будем завтракать. Продолжать путь. Едем. Мы приехали в кафе в Большом Невере, транзит. Оно еще пока закрыто. Мужик не смог зайти. Время без 10, 7 часов открывается. И вот смотрите, сколько здесь дальнобойщиков. Куча. И тут машин 30-40, наверное. Есть. И вот мы. Кушать. Поворачиваем сейчас прямо дорога на Читу, а мы вот в сторону Тынды направо уходим. Кстати, погода меняется вообще. Мы когда проснулись, было минус 15, потом проехали где-то 60 километров, было 22, по-моему, минус. И сейчас вот проехали километров 20, и уже опять минус 13 стало. Ну, я думаю, сейчас будет с каждым километром все ниже и ниже опускаться. Уже вот даже снег появляется, а до этого вообще было все сухо, ни снега, ничего, чисто асфальт. Здесь уже вот сугробы. Это значит, приближаемся к дому. Обычно средний.
знак, где появляется Якутск. 1136 километров. И у тебя сразу экономика начинает корректироваться. А мы работаем тут. Вот такая вот стелла. Большой Невер, Амурская область, Алдан, Якутия и Якутск. Ага. Ну мы здесь где-то... А где мы положим? Вот сюда положим копеечку. Добрую дорогу, счастливую. На удачу. Ну сейчас же вот тоже вот появился, до этого же вообще снега не было. Сейчас же только появился. Проезжаем Соловьевск. Маленький поселок. Небольшой. Тут даже особо многоэтажных домов, по-моему, я не заметил. Такие деревянные есть и маленькие двухэтажные небольшие дома. И вот уже знаки, где наши населенные пункты. Алдан, Тында, Якутск, то есть Тында. Тында, Амурская область, Алдан, Якутск уже наши. Здесь вот начинается гравийка. Но она будет не до конца. Километров 10-15, потом опять асфальт будет. Вот такие вот виды, природа. И вот так вот навстречу едут большегрузы. Надо опасаться вдвойне. Камушками могут забросать. И вот мы прибыли на границу Республики Саха-Якутия. На удачу. Ханалас. Вот машины, дорожные работники. Все, Амурская область заканчивается. И там дорога в Якутию. Якутск. До Якутска 800 километров остается. До Нерингри 20. Недавно проехали ГАИ, пост первый после границы. И вот двигаемся дальше. Проезжаем Нерингри, южная столица. Проезжаем на заправку. Надо заправиться. Вот большие грузы стоят. Довольно много. Че, передумали, да, или че? Кажется, да, слишком много их, долго будет заправляться, наверное. Поэтому поехали, видимо, мы дальше. Нерингри заезжать не будем. Проезжаем мимо. Тут какая-то у нас пробочка.
После Хатыми мы пообедали, и вот тут очень много больших грузов стоят, и не знаю, что там. Сейчас посмотрим. Один вылетел, вон, оказывается. Один вылетел, и поэтому... Что, ему все помогают, ходят, или что это? Да, жестко. Жестко. Все, у нас в Якутии уже туманы, снег. Вон там ничего не видно. Здесь впереди тоже вот. С той стороны. И вообще огромные сугробы. Проезжаем Алдан. Идем на обгон. До Якутска осталось 527 километров. Время у нас 3 часа 35 минут. Погода минус 10. Я думал, будет холоднее. Ну, наверное, чем ближе будем подъезжать к Якутску, тем все-таки холоднее будет становиться. А может, и потеплело так же. О, смотрите, какие есть знаки. Тут ваша скорость. Я вот не знаю, как они работают, как они оценивают. Тут же каждый едет друг за другом машины, и они оценивают, то есть рассчитывают как-то скорость каждого авто. Не знаю, как это работает. Вот. Там вот 68, Якутск 520. А там было 514, тут теперь 520. Странные какие-то знаки. Вот мы выезжаем за пределы Алдана. Этот поворачивает налево. Тут вот какая-то памятник или что-то, крест какой-то. Туда поехал. А мы едем дальше. Проезжаем Верхнюю Амгу. Вот она, Амга, река, мостик. Там тоже мост. Видимо, ЖД, что ли? Последняя заправка у нас Улу. Я вообще забыл про цены на бензин почему-то смотреть по пути. Ну, вот здесь у нас, например, 95 49,50 стоит. А там еще дешевле, конечно, было. Я забыл совсем про это. Ну и вот мы прибываем на территорию Ангаласского улуса. Родные края. Еще сейчас дорога до Бестяха, Нижнего Бестяха, и потом через реку в город. Так, мы решили поехать не через Нижний Бестях, а через Жемкон в Покровск. Оставляем там одну машину, потому что она на заказ, и заказчик как раз Покровска у нас. И уже с Покровска поедем на одной машине до города вдвоем. Поэтому сейчас вот по реке едем через первый Жемкон. И вот мы выезжаем. Куда? В
Поселок Махсагалох, если я не ошибаюсь. А я, кажется, ошибаюсь. И это у нас город Покровск. Да. Вот мы приехали в город Покровск. Районный центр нашего улуса. Вот едем по берегу, сейчас там будет больница. Вот она, кстати. И Виктория мебель здесь. Ну и